Всем большой привет из Комы. Очередной выход в тайгу с Туланом, собакой. Сегодня уже я еду на снегоходе Буран. Взял с собой оружие. Будет небольшая охота ходовая. Как все будет, буду снимать. Также будем тестировать новый ошейник от компании Artel. И снега уже много, но надеюсь, собака еще сможет ходить по этому снегу. В общем, будем смотреть. Все как будет, буду снимать, показывать. Приятного вам просмотра. Все, побежал Тулан. Уже с ошейником. Я взял такие широкие лыжи. Вот. Такое укрытие здесь. Я сейчас буду переодеваться. Ну и будем ходить по навигатору. Побежал, все. Вот смотрите, ребят, собака там позади где-то. Начал догонять, было 190 метров, 153. И большими шагами начал в мою сторону идти. Это хорошо. Пока иду по такому лесу, по сосновому. Места незнакомые. Будем знакомиться, ходить. Где-то, может, болота будут, где-то дороги. С этого день короткий, но что успеем, поброим. А вон он появился, Тулан. Далеко ходил. Сейчас догоняем. Это отлично. Выхожу на дорогу. Тулан далеко, собака не ходит. Отбегает максимум до 100 метров. Снег глубокий, не разгонишься. Но я уже тоже как бы вспотел. Пока шел. Нормально так. Ну вот как, видите, как собака ходит. Фу, какая-то трасса. Вот. Спокойными шагами идет. Сейчас еще дальше сходим. И, наверное, поверну направо. Пока тишина вообще. Ничего не видели, не слышали. Мы снова, ребят, идем уже по тайге, густой тайге. Первые следы. Похоже, здесь олени ходили. Даже тут кормились или лежали вот. Да, здесь олени, наверное, были. Вот лежанка один. Там второй, третий. Так. 3 штуки точно есть. Может даже и больше. Вот лежанки. Лежанки и кормились, тут ягель. Собака далеко не может ходить. Сейчас куда-то вон туда ушла. В общем, ушел Тулан. И все, больше пока ничего нету. Надо перекурить, подостыть. Не знаешь, как одеваться. Очень жарко. До собаки 140 метров. Видите, нижние. Что это запись? 140, 153. Отдаляется. Идет прямо на юг, в сторону юга. Вот. 143 метра. Дальше пока не уходил. Так что были вопросы, насколько далеко держит дистанцию, связь между базой и ошейником. Пока 100, 113, ну, он обратно она где-то идет.
собака не может далеко ходить, да и свежих следов никаких нету. Если будет свежий след какой-то, он, конечно, пойдет и уже будет интереснее тестировать. Вот. А так связь ловит, зарядку держит, между прочим. Зарядку держит. На ошейнике я не заряжал, а здесь на базе одна шкала с прошлого похода у меня убавилась, и я вчера подзарядил эту базу, а ошейник нет. Второй поход уже ошейник в принципе держит зарядку. Ну, 77 метров собака идет. Это уже недалеко, наверное. Если... А, вон он, вижу. Вижу. Ну, я вот с ошейником уже знаешь, в каком направлении собака идет. Вот хоть старые следы вот этого оленя, и то у собаки какой-то интерес появляется. Вот, пожалуйста. Нюхтит, идет. Вон, бездельник мой. Вот. И дальше побежал. Видите? Собака становится активным и начинает работать, когда есть на кого работать. Когда есть следы какие-то вот свежие и хоть старые. И вот дальше он ушел. Даже не посмотрел на меня. Становится интереснее. Короче, шли, нашли следы у лосей. 1, 2, 3, может даже 4 штуки тут. 3 точно есть. Интересно. Собака у меня по следу идет. Но это нам не по пути. Сейчас придется мне... Они идут налево, а нам надо вон туда. Пожалуйста. Так. Да, минимум 3 штуки. 3 или 4, в общем. Идут вон туда. Пускай идут. Мы своей дорогой пойдем. Но хотя интересно. Интересно было бы, если тулан залаял. Вообще здорово было бы. В общем, ребят, я снова попал на след. На те же самые следы. И тут старые следы. Вот тут видите, какая борозда. Рысью бежали. Сейчас надо посмотреть собака. Здесь, между прочим, первая кополуха взлетела, а вот тут где-то сидела она. Так что одна птица есть в лесу. Уже собака 308 метров шурует вон там. Вот. Юго-запад даже 456. Все быстрее и быстрее отдаляется. Но, в принципе, нам тоже это по пути. Вот сейчас я перешел эту тропинку, нам надо вон туда идти. Наверное, вот так возьму, и мне будет даже ближе к снегоходу. 477 метров. Шурует за по следу. 487. Вот это уже интересно, ребят. Вот это уже интересно. Давайте тогда я тоже поброжу еще. Толку не вижу в лесу, ничего нету. И я пойду сейчас именно по этому следу. Рано или поздно они лягут. Может, всю ночь они шли. Ну, пока не надоест, по следу пойду. И 494. Вот видите? Нормально уже пошел он. Сейчас уже 500 будет. Может, вдруг удастся их увидеть, заснять все это дело. Для охоты лицензии у меня нету. И я, как бы там ни было, этим заниматься не стану. 521. Штрафы сейчас минимум 500 тысяч. И надо 100 раз подумать, взять этих лосей нелегально или нет. А так, тренировка для собак, и пускай будет 526. Короче, он шурует. Как сказать, по следу. Давайте я тоже по следу пойду. Поднимем их, разгоним. Если удастся. Вон здесь
В общем, идут, кормятся даже. Ну, 500 метров это уже далеко, конечно. Это уже... Даже сейчас, если услышу лай, то он глухой лай будет. И я их просто не увижу, чтобы заснять им для вас их. Ну все равно давайте. Вот след идет, я параллельно пойду. Это, в принципе, даже направление для меня неплохое. От Бурана там 530 метров. Пускай пока собака идет. Как собака будет возвращаться, уже перестанем идти по следу. Все, я пошел. Шансов, конечно, тут мало, я вижу. Очень густой лес. Вот смотрите. Тайга у нас какая. Видите? Очень-очень густая тайга. И лоси, они животные такие, кормятся в основном рябиной и ивой, такими кустарниками. А здесь это не растет. Для этого надо тайга. Возле рек, возле ручьев и в тех местах рябины много. Вот, так интересно, ребят, ходить по следу. Вот, смотрите. Ух. А вот моя Тулан идет. Тоже. Здесь, смотрите, старые следы. Так что здесь олени рысью бежали. Вот прыжок, второй, третий. Здесь олени были. И новый переход. Интересное место. Мне это очень интересно. Зачем этим наблюдать? Там помет был. Но замерзший, он уже такие следы ночные. Но в принципе они свежие. Потому что вчера целый день шел снег. И вот они в такую погоду любят переходы делать. Ой-ой-ой. Здесь хоть увидишь, не поснимаешь. Мне самое главное, чтобы собака их обнаружила и облаяла. Хоть убегут, без разницы. Интерес, чтобы для собаки был. В этом сезоне, к сожалению, не удавалось встречаться. Вот опять помет. Ну, старые следы. Ночные. 633 метра до собаки. Спокойно идет, спокойными шагами. 633. Сейчас обновится. Связь держит. Так, 648. Все идет дальше. Смотрите. Точка красная. Связь держит хорошо. Плотный лес. Зимний лес. Очень много снега. И связь не теряется. Работает на отлично. 668 метров. Ну, уже отдалился почти на 700 метров. Полет нормальный. Пока все работает, ошейник. Очень далеко. Это уже... Да. Ладно, идем дальше. 682. Юго-запад был первый след. Сейчас уже направление на юг поменяли. Идут строго на юг. 730 метров. Лес чуть-чуть поменялся. Появляются елки. Видать, где-то небольшой ручей. Честно, эти места я первый раз прохожу. Не знаком с этими местами. Но собака до сих пор еще отдаляется. 738.
Следы идут строго на юг. Прям шуруют капитально. И по пути кормятся. Вон, где кусты, там они и стоят. Ломают. Почки кушают. Вот. Видите? Вот вершинки самые мягкие, это рябина. Об этом я и говорю, что лошади кормятся рябиной. 757 метров. Полет нормальный, связь ловит, все хорошо. Ну, пока собака идет, и тоже я буду идти. Собака придет обратно, и все, курс поменяем. Пойдем к бурану. Расстояние меняется. Было 750, потом приблизился на 690 метров. Сейчас опять 704 показывает. 701. Но думаю, Тулан начал сдаваться. Просто уже смысла, наверное, тоже не видит, что они всю ночь шуровали тут. 702 метров. Ну, примерно держится на 700 метров. На 700 метров расстоянии. 702. Надо подостыть что-то я. Тоже 708 ни хрена. Однотонна. Однотонна идет и идет. На 700 метров. 582. В общем, собака начала возвращаться. По ходу он идет обратно. Зарядка держится. Что на базе, что на ошейнике. 596. Непонятно. 750 отдалялся максимум. Если, ну давайте подождем до 300 метров. Когда идет до 300 метров, я тоже остановлюсь и дальше уже не пойду. 596. Пока ничего не меняется. Какая борозда. 589. Ну, связь хорошо ловит. Без проблем пока. Вот такая густая тайга. Еще раз повторяю. 611. Опять отдаляется. Не поймешь, блин. Что-то он тоже. 611 пока. Значит, мы тоже идем. Значит, идем. 619. Идем дальше. Вообще, что-то я запарился, ребят. Собака идет обратно. 245 метров осталось. Сейчас скоро он появится. Язык на спине у него тоже. Как и я тоже пыхчу иду. Жарко просто. 233. Вот. 233 метра. 200. Блядь, спотело все. 223. Вот. Пожалуйста. Видите, как все это меняется. Вот. 218. 216, 215. Но он все. Понял, что идем тоже, как бы идет бесполезно. Следы не обновляются. Ну, все однотонно. Свежего ничего нету. Ни лежек, ничего. Они взяли направление, курс. Скажем, на юг. Вот они шуруют. Аккумулятор разряжается. И они за переход могут там легко 20 до 30 километров пройти. Легко. Они просто идут и идут. По ходу еще кормятся. Они ломают. Ветки ломают. Кушают, идут. Кушают, идут. Вон он, ребят, появился. 29. Сейчас покажется. Он по своему следу придет. Тяжело ему. Поверьте. Где он? Вон. Тулами. Самая лучшая собака в мире. Тулан. Ага.
сделаешь все, что смог, скажи. А, Туланы? Я тебя вижу сейчас, ты под контролем. Вон он, бездельник. Пыхтит, идет. Все. Дошли. Да, Тулан? Дошли, скажи. Запыхался. Сейчас будем обедать. Покушаем, чай попьем, сало съедим. Вот так вот. Ошейник в модных ошейниках сегодня. Какой. Все работает, счетчики-пики. Все работает. А? Видел? Нет каких? Не видел? Я тоже об этом думаю, что ты не видел. Тяжело ему ходить. Он бы конечно, если снега мало было, он бы 2 раза быстрее за ними пошел и больше дистанции сходил. Но это для первого похода с этим ошейником 700 метров отдалялся и связь держит. Посмотрим, что в дальнейших походах будет. Все четко. Вот. Видно, что ошейник КО-1 на точке написано. Все, окей. Посидел и сразу уже остывать начинаю. Вот такие дела. Вот такой поход. Даже очень приятно ходить по следу, когда вот идешь, азарт такой. Хоть заячий след, хоть какой. Лишь бы был какой-то след. Ну, это для профилактики, для Тулана это нормально. Он может много, но, к сожалению, снег уже его тормозит капитально. Глубокий снег. Тулан рядом. Ребят, я зашел в столовую. Тут, короче, лоси не только кормились, но и, смотрю, тут лёжка была. Да. Вот здесь. Немножко лежали. Вот лёжка 1. Вон 2. Две штуки. Вот видите, в каких местах они обитают. Попробуй их найди. И еще надо добыть. Это не с вышки долбить. Так, вижу 2 лёжка. 3. Это самка, как по ходу. И даже 3. О, бля, упала. Так, 2, 3, 4. Ну, помет видно, что уже 2 теленка я здесь вижу. 2 теленка. 1, 2. Здесь крупный. Но она самочка. И, видать, тут еще рогатый самец. 4 штуки. Помет. Ух, какой крупный. Помет. Она жестко. Мерзлый уже вообще. Нижние еще, ребят, как бы не полностью остыли. Вот. Верхний слой остыл, а почему Тулан не облаял их? Походу они где-то недалеко. 2 теленка, самочка и там еще самец. 4 штуки, 4 лося тут отдыхали, лежали. О, какое место они выбрали для лёжки, конечно. Хрен ты их тут найдешь. Пройдешь мимо Анишки и газку. Вот так. Ну и лай собаки я не слышал. 700 метров, 500 впереди меня шел. Лая я не слышал. Не поднимал он. Значит, они как-то чуть раньше даже здесь отдыхали и дальше, наверное, пошли. Вот такая картина здесь. Хорошо, что я увидел, где лёжка была, вам показал. И то хорошо. Идем дальше. Все, ребят, у меня чаепитие сейчас будет. Собака по следу снова дальше пошел. Тулан. 378 метров уже вон. Здесь видите. 382. Отдаляется все дальше и дальше.
Я в ту сторону уже не буду идти. Мне очень далеко обратно к Бурану. Сейчас примерно с километр пойду по навигатору. Там поймаю просеку и по просеку уже выйду на свою бураницу. Потом уже по буранице буду идти. Легче. Ну, посмотрим. Подождем собаку. 392, он отдаляется. Сейчас идет юго-восток. Направление, курс. Вот. Не знаю, видите, надеюсь. Ох, то собака залаяла, ребят. Собака лает. 405 метров. И идет. Замолчал. Еле слышно. 400 метров еле слышно. 422, 423. Все, взял он лосей. чем. Ладно, буду чай пить, ребят. Разберется. К сожалению, не удалось вам заснять ничего. Оказывается, они не так далеко и были. Вот здесь кормовая база у них. Кормились. Видать, ночью пришли сюда. Отдыхали, кормились и уже дальше идут. 438. Вообще шуруют дальше. 440. Ну, в общем, идут и идут. И все, сейчас ветер начался, я не слышу лая. Чаепитие, ребят. Чай на природе — это хорошо. — 524 метра уже. Все отдаляется, отдаляется. Так. Ну что, у меня сало, хлеб, чай и вот такой перекус будет. Больше ничего нету. Самое основное взял для походов. Конечно же, зимой я всегда сало беру. Летом нет. Летом не люблю. Мягкое сало мне не нравится. А зимой он, конечно же, у меня всегда есть. Даже не полностью сало, а в основном мясо тут. Вкусная штучка такая. Холодный. Сало холодное, я голодный.
Ну, примерно так. 577 метров. Быстро не разгонится, медленно идет. Подожду тут. До собаки 64 метра. О, звук подал. Идет где-то, сейчас появится. Где-то он там лай услышал. Он тоже устал, наверное, уже по глубокому снегу, и уже вот такие, как сказать, лайкнул, вон появился. Я его понимаю. Может, это там также он пару раз лайкнул. Ну, там слышно было, как он лаял вдалеке. Он идет. Сейчас накормлю, ему тоже дам хлеба. Где-то 600 метров отходил отсюда. Прекрасно видно, как он сейчас ходит с ошейником. Я его вижу. Ошейник от компании Артел. Ошейник трекер, скажи на мне. Модный ошейник. Сейчас ему хлеб дам. Тулану главному рабочему. Работал как мог. Немножко пусть покушает тоже. Кусок сала. Обязательно. Тоже вот 2 куска сала дам. Сейчас, Тулан. Это скажи вкуснее, чем хлеб. Это от подписчика тебе подарок. Гостинец. Там, видите, как мигает, работает все. Что я могу сказать? Вот, как сказать? Вот это показывает, что ошейник на точке. Собака на месте. Вот. И так. И смотрите, зарядка. Полная. Зарядка полная. Это на базе зарядка, вот. Полная. И здесь ошейник. Тоже второй выход с собакой. Ошейник не разрядился. В мороз. На улице у нас, как видите, холодно. И зима. Много снега. Ошейник, можно сказать, постоянно находится в снегу. И зарядка от этого не разряжается. Пока зарядку держит хорошо. Вот. Ну, сейчас я продолжаю пить чай. Собаку дождался. Не знаю, он видел или нет лосей, конечно. Потому что... Но я вот озвучил там, как будто мне показалось, что собака лаял кого-то. Но, возможно, тоже это лай был от усталости. Он просто уже не понимает, дальше идти или нет. Может, так он пару раз лайкнул и дальше уже больше 600 метров уже дальше не отдалялся. Может, и видел кого-то, может, нет. Это никогда мы не узнаем. Вот был бы на нем какая-нибудь камера, мог бы это, конечно, и это я вам показать. Или же, если поставить на эту базу сим-карту от любого оператора и на ошейник также поставить сим-карту, можно, есть тут функция для клавиатуры. Здесь есть функция, которым можно подключить, не знаю, вот сейчас я вам покажу. Можно подключить, вот видите, микрофон, запись звука, вот. Можно, если там симка находится, можно включить запись. Просто идешь и включаешь вот этот ошейник, выбор, база не подключена к интернету. Вот. Если, конечно, есть интернет.
если есть интернет, если связь ловит с интернетом, вы включаете микрофон на ошейнике и можно услышать. Вот если он видел сегодня лосей, я бы услышал. Но все равно там какой-то шумы были бы. Лось такой зверь, животное это есть, он сучья ломает, идет, между деревьев идет и сучья ломает, и это все я бы услышал. И это уже, я мог бы вам сказать, собака сегодня видела лосей. А сейчас пока это все останется, ну, пока непонятно. Все останется тайной. Потому что я этого не видел, я этого не знаю. А собака, что там видела, тоже мы уже никогда не узнаем. Он не может нам ничего сказать. Вот. Ну, в принципе, ошейник работает. Второй день тестирую. Все четко работает. На сегодняшний день, сейчас уже Тулан далеко не пойдет. Он пойдет со мной. И я видел, как на 700 метров отдалялся. Ну, 750 максимум отдалялся. Связь ловит хорошо. А для собаки, думаю, охотничья собака, если до километра отходит, это максимум. Больше не надо. Зачем собаке искать за 2-3 километра, скажем, птицу, если охотник, скажет, идет в том направлении, и собака залает за 3 километра там, ну туда-сюда ходить тоже не очень, скажу вам, приятно. Собака должна быть, ну, максимум до километра, чтобы бегала, даже до 500 метров. В радиусе 500 метров. Все, это вполне достаточно. И для таких работ это... Будем тестировать, что дальше. Посмотрим, как все будет. Еще видео будет и много. Вот. О, что-то я немножко остывать начал. Сейчас я еще чай попью и дальше пойдем уже поймаем просеку. По просеку уже на бураницу газку дадим. Вот так и идем. Здесь вырубка, ручная рубка, между прочим. Смотрите, сколько леса оставляют, когда бензопилой вырубают лес. А это импортной техникой, харвестерами, но это просто поле, вот пустыня остается. Я иду между волоками, здесь идти хорошо. Хотя просека где-то вон там далеко, в стороне. Я решил так, в этом направлении. Сейчас надо мне найти главную магистральную просеку, магистральный волок. И уже по этому волоку, наверное, куда-то попадем, как сказать, на площадку какую-то. Тулан впереди меня спокойно идет. Все, поход заканчиваем, ребят. Выходим. Все-таки нашел я зачет. Вот он. Тулан. Вон эта просека. Не надо. У нас буран вон. Вот эта просека вон туда идет. А буран у нас вон там. Далеко. В той стороне. Если сейчас я так пойду, рано или поздно на бураницу выйду. Потом уже можно идти по буранице. Или же срезать вот так. Но все так буду. Вот так пойду. Неправильно я навигатор посмотрел. Первоначально, когда вот оттуда начал идти. Надо было мне, как сказать, это запад-восток просека. А там от той точки буквально 200 метров было в другом направлении, север-юг. Если бы я туда пошел, мне бы было намного проще идти. Вот сейчас я понял, что я так как-то, ну, такое решение принял. И вот сейчас буду дольше идти. Что поделаешь. Поход продолжается. Ребят, я не знаю. Я принял неправильное решение. Сейчас вот мучаюсь, иду, просто мучаюсь. Потому что начал уже уставать, во-первых.
И ориентир, я не знаю, куда идти. Вот навигатор показывает, по навигатору иду. Одну просеку перешел уже, до второй просеки подхожу. И здесь вижу вырубка. Первый и последний раз я сюда зашел. Вот где я начал идти обратно уже в сторону Бурана. Всю дорогу здесь, в общем, сырое место. Уже вон вечереет как. Тулан тут тоже. Вот такие дела, ребят. Очень тяжелый поход получился. Не думал, не ожидал. Сейчас эту вырубку я буду проходить слева. Ни дороги. Но где-то метров 400 еще осталось. И там уже будет юг-север. Просека. Вот это я просчитал. Не дорассчитал-то есть. Свой путь. Выбрал кратчайший путь. А у меня получилось наоборот. Все наоборот. Вот опять снегопад такой начинается. Здесь, смотрю, старая вырубка, хрен пойми. Где дорога? Где идти? Ну только тут. Если вырубка, значит, надеюсь, где-то будет и дорога. Нам насколько большой круг придется сделать, хрен пойми. С какой стороны обойти потом? Вон туда. В общем, идем. Из таежного плена я наконец-то выбрался. Весь мыльный, весь сырой. Прям насквозь спотел сырой. И тут у нас уже все буранится. Вон он. Вот буранится. Наконец-то, ребят, я вышел. Видите как? Красный, потом зеленый загорится. Вот. Мне до Бурана еще примерно, уже по буранице, примерно 2,5 километра. Не больше 3. Не близко еще, потому что я уже начал уставать. Уже время сумерки, но еще успеваем без фонарика все. Профанился, конечно, капитально с этой дорогой. Здесь 100 раз дольше, оказывается. Ну, я вообще не рассчитал расстояние. И сейчас я узнал этот лес, эти места. И больше я сюда пешком точно не пойду. Без лыж. Лыжами может еще напрямик как-то. А чтобы вот на ходовую охоту, тут вообще сыро, болотень такая. Неприятное место. Все, забыли про это место. Будем знакомиться с другими путями, другими местами. А сейчас попью глоток. Просто кипяток налил. Выпью, отдохну и буду шуровать уже к снегоходу. Вот так. Вот такой поход. К сожалению, Тулана не видно. Он лежит в санях. Я уже возле Бурана стою. Дошли в целости и сохранности. Даже от напряжения, от усталости немножко шатает. Поход вот такой получился. До темна набродил. Очень много прошел километров. Снег нормальный, можно ходить. Но все равно, как бы на лыжах нелегко, скажу вам. Опять же, пользовался таким ошейник-трекер от компании Артел. Вообще хорошо работает, мне понравилось. И вот сейчас смотрю, вот за 2 похода одна шкала, один уровень на ошейнике немножко убавилась. А на базе зарядка также полная. Вот. На этот ошейник я ссылку в описании под видео оставлю.
переходите по ссылке, смотрите, заказывайте. Реально хороший ошейник уже меня вообще радует. В дальнейшем также будем тестировать, ходить походы. Ну, охота, сами видите, пока не очень. Дичи нету. Ну, хоть видели следы лосей. Немножко потропили. Интересно было. Жалко, что собака далеко не может ходить. Снег глубокий. Ну, что в его силах он сделал. Где-то от меня максимум 750 метров отходил. И все. Ладно, давайте. До новых встреч, до новых видео. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. И ждите новые фильмы с нашими походами с Туланом. Пока. Сейчас я буду все это дело выключать. Переоденусь. Весь я сырой. Переоденусь и поедем. Но уже по ночной дороге. В общем, ничего не видно уже, все стемнело.